В развитии Северокавказского федерального округа руководство страны и правительство видит положительную динамику. Такими словами открыл совещание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО Михаил Мишустин. За прошлый год объем вложений в основной капитал достиг почти 8%. Есть рост и в промышленности, увеличился объем товаров собственного производства. Все это премьер увидел на стендах при посещении выставки. Президент отмечал, что у республик Северного Кавказа есть все возможности, чтобы по максимуму раскрыть свой богатый потенциал и обеспечить рост основных экономических показателей. Только что лично убедился в этом в ходе осмотра Кавказской инвестиционной выставки. На ней представлены интересные проекты в самых разных отраслях, в том числе и в сельском хозяйстве, в промышленности, в туризме, в энергетике, в строительстве, на транспорте. Есть возможности и для наращивания объемов собственного производства, и для выстраивания новых логистических маршрутов. Спасибо большое за приглашение ее посетить. Это надежная основа для системной совместной работы и для реализации тех задач, которые перед нами ставит президент. Хорошие результаты регионы округа показали и в создании новых рабочих мест. Безработица уменьшилась до 10%. При этом выросло число занятых в экономике почти на 4,5%. Всего это более 4 миллионов человек. Во всех регионах, еще раз скажу, были определены 5 ключевых вопросов и 5 прорывных проектов кластерного типа, которые предусматривают уже десятки инвестиционных подпроектов. В основном в наиболее сильных отраслях, таких как агропром и индустрия гостеприимства, если взять в целом. Сегодня в ходе выставки, о многих из них вы рассказывали, они принесли региону более 240 миллиардов рублей, ну и способствовали созданию свыше 9 тысяч рабочих мест. 12 из этих инвестиционных проектов уже завершены. Еще 79 находятся на различных стадиях, но главное, что они внимательно мониторятся как субъектами, так и федеральным правительством. Достижения Ингушетии в социально-экономическом развитии Михаил Мишустин обсудил уже на личной встрече с главой Ингушетии. Благодаря федеральному правительству субъекту за последние 3 года удалось обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы и решить проблемы, копившиеся годами. Помню наши встречи, когда ситуация была непростой, и вы подробно докладывали о плане. Общими усилиями с поддержкой нашего президента справились с этим. Уже в 10 раз она меньше, и это не может не радовать главу субъекта. Хотел бы, чтобы вы вначале рассказали именно о программе социально-экономического развития и о тех показателях эффективности, которые установлены для Ингушетии. Несмотря на сложную финансово-бюджетную ситуацию, уровень собственных доходов региона значительно вырос. Кроме того, Ингушетия заняла серьезные позиции в рейтинге СКФО и по стране благодаря росту других важных экономических показателей. Большинство показателей 2022 года республики оказались чем лучше, чем прогнозировали, даже для себя. Индекс промышленного производства составил 110 и более процентов. Это первое место СКФО, 5-е в России. Сельское хозяйство 117 более процентов. Готовых с лицензией 16 школ и 9 детских садов. И у нас было около 2-3 тысяч малого и среднего бизнеса, но у нас теперь 5,5 тысяч. Властями региона были приняты меры, которые стали триггерными для экономики республики. Стимулирование начинающего бизнеса обеспечили в 2022 году рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 12%, а численность работников выросла на 22%. Глава региона также рассказал о масштабных проектах по водоотведению и водоснабжению. Огромный проект на 2 города и один поселок у нас проходит водоотведение. Оно у нас уже начали мы строить его. Это 7 миллиардов и более. И сегодня у нас еще проект по водозабору Асинское, потому что, естественно, и вода тоже там проблемы. Также у нас проект теперь сделан и экспертиза есть. Махмуд Али Калиматов также поблагодарил правительство России за помощь в реализации национальных проектов. В республике за последние 4 года построено и реконструировано более 280 объектов. В этом году республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов. В первую очередь, используйте все инструменты, которые есть, что вы делаете, и
Хочу пожелать удачи, чтобы все программы достижения национальных целей развития, которые поставлены руководителем государства перед нами, были выполнены и в Республике Ингушетия. Спасибо, Михаил Владимирович. Я хотел бы вам сказать огромное спасибо за ту поддержку. В действительности мы руководствуемся указами президента и поручениями, но, естественно, ежедневно мониторим все ваши распоряжения, постановления. Спасибо вам огромное. Спасибо. Глава Ингушетии обратил внимание премьер-министра на участие правительства России и в другом серьезном вопросе. Региону была оказана финансовая помощь из федерального бюджета, которая дала властям Ингушетии возможность снизить кредиторскую задолженность. Эти меры позволили за 3 года объем долговых обязательств республики сократить в 3,6 раза. Муслим Ганиев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.